Казбек Оздоев пришел сегодня на мемориал памяти и славы вместе с правнуком легендарного ингушского героя-летчика Мурада Оздоева. За период Великой Отечественной войны он совершил 248 боевых вылетов и лично сбил 12 самолетов противника. В январе 44-го истребитель Оздоева был подбит зенитным снарядом. Летчик не растерялся, направил самолет на эшелоны врага, а сам успел выброситься с парашютом. Позже, в мае 95-го года, за мужество и храбрость, проявленные в бою, Мураду Оздоеву присваивают звание Героя России. В 1939 году он ушел учиться в Грозненскую школу, окончил армавирский аэроклуб, 41 года воевал. Он был командир звена, сопровождательный десантник, у него 248 боевых вылетов, 12 самолетов сбитых. И таких героев в истории ингушского народа было немало. Сегодня в России День памяти и скорби. По всей стране отдают дань миллионам жизней, оставленным на поле боя в годы Великой Отечественной. Глава региона Махмуд Али Калиматов, обращаясь к собравшимся, отметил, что этот день один из самых печальных в истории страны. Жители нашей республики ушли на фронт более 20 тысяч человек. При том, что население тогда было всего-то около 100 тысяч. Из них более 6 тысяч погибли. Они защищали не только страну, город, село, но и каждый свой дом. Потому что в тяжелых условиях находились и в тылу жители. Были лишены очень многого. Но не покладая рук, труженики тыла приносили победу. На заводах работали, создавали вооружение и боеприпасы, и они трудились, чтобы достичь победы. Сегодня скорбный день, мы должны вспомнить каждого из них. И мы знаем это. Но сегодня, скорбя о тех людях, которые 22 числа после нападения нацистской Германии. И вы знаете последняя статья, которая была написана, и она разошлась по всему миру. Владимир Владимирович Путин обличил некоторую часть, которые начали забывать, кто выиграл войну, кто внес самый большой вклад в разбитие этих фашистов. А для Ингушетии этот день связан с еще одной, более свежей раной. В ночь с 21 на 22 июня было совершено вооруженное нападение бандитов на республику. Когда 22 числа международный терроризм посягнул на нашу республику, цинично, именно в день скорби, убивать безвинных и более 100 человек, которые даже не понимали, что происходит. Поэтому очень много полегло. Просто потому, что они выполняли свои обязанности. Вдовы остались, погибли здоровые, красивые отцы, братья, сыновья. Они просто пошли на работу. Их не дождались. Это не люди. Они оставили столько детей. Прощения им нет. И мы должны это помнить. Специально. Именно в эту дату. Прийти ночью. И просто расстреливать людей. Какова их была цель? Навести страх, дезорганизацию, ненависть друг к другу, разобщить нас. Я хотел бы сказать сегодня в день скорби. Мы должны помнить, давать понять личным своим трудом, службой своей, отношением к детям, к старикам, что мы так сильны при всех некоторых нюансах, разногласиях.
но мы едины. За всех погибших в годы Великой Отечественной войны и в трагический день 2004 года собравшиеся прочитали дуа. Далее были возложены цветы к вечному огню. Прошло 16 лет, а в памяти все еще всплывают лица товарищей, коллег и родственников, погибших при исполнении служебного долга в ту злополучную ночь в 2004-м, делится герой России Абубакар Костоев. Эти ингушские бойцы строили планы на будущее, которым в итоге не суждено было сбыться. Это тяжелая дата. Тяжело о них говорить. Почему? Потому что дороже жизни ничего нет для человека. Отдать жизнь — это очень тяжело, это не просто так. Не каждому дано, не каждый пойдет, думаю. Ну, наши, конечно, очень много там воевали, очень много погибло. Некоторые домой вернулись. Подрастающее поколение обязано помнить и чтить героев, отстоявших нашу большую и малую родину от рук врагов и бандитов, отмечают представители молодежи. Сегодня на самом деле очень скорбная дата для всего ингушского народа. Мы считаем, что представители молодежи, подрастающее поколение, им нужно прививать память об этой дате, чтобы память всех погибших людей была в их сердцах, потому что героизм наших представителей нации, он не может быть забыт. О нем должны помнить, что маленькие, что взрослые, абсолютно вся нация должна отдавать дань уважения им не только сегодня, а вообще каждый день в году. В завершении мероприятия память павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания. Светлана Томова, Асхат Белакиев. Новости 24.